Волжский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы города Волжска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неуплата родителям без уважительных причин, нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей. Установлено, что в период времени с декабря 2020 года по апрель 2021 года она умышленно не выполняет свои обязанности по материальному содержанию своего сына. Размер алиментной задолженности за указанный период превысил 23 тысячи рублей. Подсудимую свою вину признала. Суд приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 месяцев, 15 дней в колонии поселения. Приговор не вступил в законную силу. Волжская межрайонная прокуратура в ходе надзорных мероприятий выявила факт хищения бюджетных средств муниципального образовательного учреждения Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Лабиринт», городского округа, город Волжск, Республики Марий-Эл. Установлено, что в сентябре 2017 года директор данного учреждения фиктивно трудоустроила учреждение гражданина на должность делопроизводителя и получала за него заработную плату. В период с сентября 2017 года по декабрь 2019 года директор учреждения ежемесячно носил в табеле учета рабочего времени несоответствующие действительности сведения о выполнении гражданином трудовой функции. За указанный период должностным лицом похищено из бюджета городского округа город Волжск 184 тысячи рублей бюджетных средств. Материалы проверки межрайонная прокуратура направила в следственный орган для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения Следственным отделом по городу Волжску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий-Эл в отношении директора учреждения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации «Служебный подлог», повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства. Проводится расследование под контролем межрайонной прокуратуры. Законом за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. В суд направлены уголовные дела в отношении жителей города Волжска и Волжского района за мошенничество при получении выплат. За первое полугодие 2021 года межрайонной прокуратурой утверждены обвинительные акты по 11 уголовным делам по обвинению жителей города Волжска и Волжского района Республики Марий-Эл в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 прим. 2 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, хищение денежных средств при получении пособий, установленных законом. Общий ущерб, причиненный государству в результате преступных действий, составил 321 тысяча рублей. В результате предпринятых органом предварительного расследования мер, направленных на возмещение причиненного материального ущерба, в доход государства возмещено 254 тысячи рублей. Уголовным законодательством предусмотрена ответственность за хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемые, будучи проинформированы и предупреждены об ответственности за нарушение законодательства о занятости, зная основные положения федерального закона от 19 апреля 1991 года о занятости населения в Российской Федерации, согласно которому право на получение пособия по безработице не имеют лица, имеющие оплачиваемую работу, либо иной источник дохода, умалчивали об осуществлении ими трудовой деятельности и незаконно получили денежные средства. Проведенный органами прокуратуры мониторинг свидетельствует об участившихся случаях обмана населения при оказании услуг по оформлению документов для перерасчета пенсий, получения социальных пособий, распоряжения средствами материнского семейного капитала, выдачи свидетельств СНИЛС. Участились случаи размещения на сайтах сети интернет и в других источниках недостоверной рекламы, сведений от организаций, якобы оказывающих юридические услуги в сфере пенсионного обеспечения. Договоры об оказании таких услуг порой содержат нечеткие формулировки, конкретных обязательств исполнителей не раскрывается, с целью затруднить дальнейшее обжалование соглашений в судебном порядке и восстановить права граждан. Кроме того, отдельными организациями распространяется информация об оказании услуг по оформлению документов для взыскания с обозначенных недобросовестных юридических компаний денежных средств за значительное вознаграждение. Сообщить о фактах нарушения можно на телефон горячей линии межрайонной прокуратуры по телефону 6 15 20. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 часов до 18 часов.
Также можно обратиться по адресу Гагарина, 17, город Волжск, или на адрес электронной почты prok_volжск@mail.ru. Волжской межрайонной прокуратурой в ходе рассмотрения обращений жителей деревни Елагина по вопросу оказания содействия в проведении ремонта грунтовой дороги выявлено нарушение порядка рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации Волжского муниципального района. Установлено, что в адрес вышеуказанного органа местного самоуправления поступило аналогичное обращение жителей деревни Елагина, которое направлено в администрацию Мековского сельского поселения для разрешения по существу и направления ответа заявителям, поскольку рассмотрение данного вопроса не входит в компетенцию администрации Волжского муниципального района. Вместе с тем, данное обращение направлено в администрацию Мековского сельского поселения с нарушением 7-дневного срока для перенаправления обращения, содержащий вопрос, решение которых не входит в компетенцию администрации Волжского муниципального района. Установлено статьей 8 Федерального закона номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. По данному факту межрайонная прокуратура направила в адрес главы администрации Волжского муниципального района представление об устранении выявленных нарушений, которые находятся на рассмотрении. В отношении заместителя главы администрации Волжский муниципальный район вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено мировому суде для рассмотрения. Федеральным законом от 11 июня 2021 года номер 215 ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 171 прим. 5, который устанавливает ответственность за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительского кредита и займа. Для привлечения к уголовной ответственности необходимо, чтобы займы были предоставлены индивидуальным предпринимателем или лицом, которые исполняют обязанности по руководству организации, не имеющей права на осуществление указанной деятельности в крупном размере, то есть на сумму, превышающую 2 250 000 рублей. Указанные лица должны быть подвергнуты административному наказанию по части 2 статьи 1456 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за повторное совершение аналогичного правонарушения, не содержащего признаки уголовного деяния. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, составляет 3 года лишения свободы. Изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации вступили в силу 22 июня 2021 года. Волжский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 58-летней жительницы Волжского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом З части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия. Установлено, что 21 марта 2021 года в период времени с 18 часов до 19 часов женщина в квартире по месту жительства в ходе ссоры со своим супругом из-за возникшей ссоры нанесла последнему один удар ножом в область живота, причинив тяжкое ранение. Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь. В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала. Суд приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. В Волжском городском суде рассматривается уголовное дело по обвинению уроженца города Волжск 1975 года рождения в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 134, пункт В, часть 4 статьи 228 прим. 1 и пункты А, Б, часть 3 статьи 230 Уголовного кодекса Российской Федерации. Органом предварительного следствия установлено, что 4 апреля 2021 года 45-летний мужчина, находясь в квартире по улице Лесозаводская города Волжск, Республики Марий-Эл, совершил половое сношение с ранее знакомой несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста, после чего предложил девушке употребить ранее приобретенное им наркотическое средство, тем самым склонив ее к употреблению запрещенного законом вещества. Девушка, употребив вышеуказанное наркотическое средство, 4 апреля 2021 года скончалась от отравления наркотическим веществом в квартире мужчины. Поддержание государственного обвинения по уголовному делу обеспечено Волжской межрайонной прокуратурой. Уголовное дело расследовано следователем Следственного отдела по городу Волжск, Следственного управления Следственного комитета России по Республике Марий-Эл под надзором межрайонной прокуратуры. Волжский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ОГИБДД МВД России Волжский. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть халатность. В суде установлено, что с февраля по октябрь 2019 года злоумышленник не принял меры по привлечению к административной ответственности в отношении правонарушителей в сфере безопасности дорожного движения.
В результате 31 лицо, в том числе юридические и физические лица, не привлечены к установленной законом ответственности, в связи с чем нарушены охраняемые законом интересы общества и государства. Противоправные действия виновного лица пресечены руководителем ГИБДД по Республике Марий Эл по результатам служебной проверки. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ. Расследование по делу проведено Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл под надзором прокуратуры Республики Марий Эл. Приговор не вступил в законную силу.